Сегодня мы пообщаемся с человеком, который переборол свою застенчивость, став ведущим информационных программ. Я представляю Эрнеста Мацкевичуса. Здравствуйте. Здравствуйте. Человек, который, собственно, не нуждается в представлении, которого знают, наверное, в нашей стране все. Вы сегодня побывали, у вас была очень насыщенная программа в Уфе, вы побывали и в кампусе, вы пообщались с молодыми журналистами. Какое впечатление оставили? Впечатления самые светлые. Я первый раз в Башкирии, много раз собирался сюда приехать, но в последний момент все время вмешивались какие-то обстоятельства непреодолимой силы. Ну и вот, наконец, сейчас, благодаря Наталье Алексеевне Орловой, я пробил этот замкнутый круг и прилетел на выходные, нашел место в графике, он такой достаточно сложный у меня в последнее время. Я под большим впечатлением, конечно, и от природы, и от людей, и от того, как меняется республика, как меняется столица. Здорово, у вас замечательные люди, прекрасная земля, мудрые руководители, и я просто от всей души желаю держать этот набранный темп и развиваться. Сегодня как раз на встрече с молодыми журналистами, с коллегами, с опытными коллегами говорили о том, что телевидение, которому пророчили смерть еще много лет назад, сейчас на самом деле живее всех живых. И телевидение, вы говорили о том, что телевидению гораздо больше доверяют, чем блогерам. Насколько это, чем вы руководствуетесь, утверждая подобное? Какие-то, может быть, есть примеры? Ну, я точно, конечно, всего сказать не могу. Это надо смотреть социальные замеры. Но высокие рейтинги, например, канала «Россия» и наших новостей говорят сами за себя. Почему люди приходят в телевизор? Потому что вот в этом шквале всевозможных каналов, источников информации, аккаунтов, блогеров, вот этих так называемых новых медиа, человек начинает немножко тонуть. Потребитель начинает тонуть, и у него возникает потребность в ответственной, сертифицированной, проверенной информации, которой он может доверять. И телевизор – это один из источников такой информации. Наша задача просто диверсифицироваться, понимать, что только ларьком на стене мы не будем, вот этим вот экранчиком, да, это окошком в мир. Телевизор пришел к людям в карман, телевидение пришло к людям в карман, и надо научиться туда тоже заходить правильно. Но в целом, как формат, телевидение сохранится всегда, потому что это удобно. Потому что любому неравнодушному, социально активному человеку, который где-то что-то услышал краем уха в течение дня, чем бы он ни занимался, руководил там крупным предприятием, развозил пиццу, продавал цветы, неважно. Ему, если он что-то услышал, вечером захочется получить подробности. И вот, приходя домой, он садится перед столом, возможно, перед столом с едой, и, удовлетворяя свой физический голод, удовлетворяет еще и два вида своего голода. Это информационный и эмоциональный. Потому что телевидение, да, это эмоция и информация. Два вида продукта, которые мы поставляем нашим зрителям. Эти продукты будут востребованы всегда. Вопрос в канале доставки. Это удобно, когда специально обученные, хорошо выглядящие, хорошо говорящие, обаятельные люди готовят тебе вот этот вот информационный и эмоциональный ужин к вечеру. Ты им доверяешь, они готовят вкусно, блюда свежие, блюда проверенные, и зритель, потребитель будет приходить к тебе всегда. Надо понимать, что, конечно, молодежь телевизор смотрит гораздо меньше, порой почти не смотрит, но когда мне молодые люди задают вопрос о том, что вас не смущает то, что мы не смотрим телевизор, я им отвечаю: ну вы же когда-нибудь состаритесь и придете ко мне, жду.
Как при этом сохранить, может быть, современный зритель стал более обладать критическим мышлением, более критическим, мне кажется, чем 50 лет назад. Ну и для этого интернет то же самое. Ну, потому что много альтернативных источников информации появилось. А вот как его привлечь? И как сделать так, чтобы он доверял именно телевидению, чтобы он доверял нам? Готовить качественный продукт. Как вы хотите, чтобы в ваш ресторан, именно ресторан, приходили посетители? Вы делаете лучше еду, покупаете более свежие продукты, вы расширяете ассортимент блюд, вы прибираетесь в ресторане, вешаете занавесочки на окна, у вас вежливый персонал, вежливые, симпатичные официантки, которые не хамят посетителям. И в результате складывается такая комплексная картина, люди привыкают приходить именно к вам, потому что у вас им комфортно. Вот нам надо делать так, чтобы зрителю у нас было комфортно. Ведь это вот окошечко в мир, через которое мы тоже заходим в каждую квартиру, кухню, спальню. И значит, нам доверяют. Если тебя пустили к себе в свою семью и готовы именно от себя слушать основные новости, в том числе, кстати, неприятные или тяжелые, значит, это огромный уровень доверия, и вот это доверие надо уметь заслуживать. У нас есть свои методы, мы понимаем, что существуем в конкурентной достаточно среде, много альтернативных каналов. Больше того, помимо каналов есть еще смартфон, и в любой момент зритель может нажать одну, другую, третью, четвертую кнопку, ну, любую кнопку на пульте, может нажать красную кнопку, а может достать смартфон, начать скроллить экранчик и искать что-то там такое вот, что его бы заинтересовало сейчас, что он не хочет пропустить. Живем в этой конкурентной среде, она нас закаляет, мобилизует, заставляет принимать какие-то нестандартные решения, соответствующим образом составлять верстку программы, качественнее готовить сюжеты, делать программирование более вдумчивым. Например, наш выпуск продолжается 1,5 часа. И за это время зритель получает исчерпывающую картину мира, и переходить на какие-то другие каналы у него уже резонов не остается. А как же клиповость мышления современного человека? Клиповость мышления, она никуда не делась. Конечно, сейчас слова потребляются с большей скоростью, чем лет 20-25 назад, но при всем при том, чем старше становится человек, тем меньше ему нужна эта клиповость. Он как раз хочет такой некоторой основательности. Взрослый человек, он всегда склонен к консерватизму. Аудитория телевизора взрослая, преимущественно, новостей так в особенности, это 35+. И этим людям уже не так важно клиповое мышление, не так важна скорость, им нужна информация, картинка и причинно-следственные связи, чтобы они понимали, что им с этим делать. Ну и какие-то смысловые акценты тоже нужно расставлять. Зритель этого ждет от нас. Он может с ними не соглашаться, с этими смысловыми акцентами, но в любом случае для него это подсказка. Они его не оставляют равнодушным. Вот самое страшное для нас, это если зритель равнодушен к тому, что он видит в телевизоре. К вам, вы сейчас ждете молодых людей, вы занимаетесь и образованием, и к вам приходит молодежь. Вот как вы их учите? В том плане, что молодые люди приходят и к нам, но не все готовы работать. А сегодня вы как раз сказали такие интересные цифры, что талант это 20%, разумеется, воля случая имеет место быть, и характер 40%. Характер, мне кажется, что это работа. Вот как вы их мотивируете, как вы с ними работаете, для того, что действительно здесь нужно трудиться, в то время как они могут взять телефон, ну и завести свой блог, влог. Ну, происходит естественный отбор, кому это не интересно, тот отпадает. Нам же сегодня, поскольку журналистика – это фактически отрасль со звездочкой, а информационное пространство превратилось в поле боя, нам надо в этих реалиях научиться жить. Понимать, что каналы, там, телеграм-каналы, телевизионные каналы,
они превратились в нарезные стволы, по которым летят снаряды и пули. И нам надо научиться от этих пуль защищаться и понимать, что мы должны посылать туда обратно. То есть сегодня журналист — это не просто человек, который хорошо делает свою работу, делает сюжеты, это еще человек, который наделен определенными смыслами и ценностями. Это очень важно, потому что главное, эта война сейчас идет именно за смыслы и ценности. И она не продолжится с окончанием СВО, не закончится, прошу прощения, с окончанием СВО, она продолжится, будет продолжаться десятилетия. И нам в этой войне проиграть нельзя. А журналист — это человек, который является генератором и переносчиком смыслов и ценностей, доставщиком, курьером. И для того, чтобы он правильно их доставил, он должен сам эти смыслы и ценности разделять. Так было не всегда, и в подготовке будущих журналистов эта область очень серьезно хромала, поверьте мне, как человек, который руководит 2 журналистскими вузами. И вот сегодня очень важно, чтобы молодой человек или девушка, которые приходят в профессию, они не только умели снимать сюжеты, уверенно держаться перед камерой, хорошо говорить, писать тексты, но чтобы они понимали, для чего они это делают и для кого. Чтобы у них и здесь было, и вот здесь. И вот этому важнее всего учить сегодня. Конечно, основную работу должна делать семья, но мы со своей стороны тоже, чем можем, помогаем. Я заметил одну очень интересную формулу. Авторитет в профессии неизбежно становится авторитетом моральным. То есть вот из рук в руки, когда ты передаешь свою профессию, по-другому, наверное, и нельзя. Эти молодые люди, немножко такие циники-нигилисты, которые все отрицают, начинают приглядываться к тебе, они хотят быть таким, как ты, они хотят тоже быть успешными, они хотят, чтобы у них все получалось, они к тебе присматриваются, прислушиваются, видят, что ты не такой пропащий, как казалось на первый взгляд, и постепенно начинают вести себя и действовать так же, как ты. То есть они понимают, что ты для них авторитет. Ну, раз ты авторитет в профессии, а он хочет быть таким же, как ты, значит, надо стараться рассуждать так, как рассуждаешь ты, его гуру. И вот замечали, что неизбежно ребята начинают уважать, разделять твои взгляды. А если ты это делаешь еще искренне и убежденно, то победа, что называется, неизбежна. Я считаю, что профессионалы должны приходить в образование, военкоры должны приходить в журналистское образование, как это было после Великой Отечественной войны, когда в 1947 году начал образовываться журфак МГУ. Он тогда вырос еще из отдельной кафедры факультета филологии. Именно военкоры составили костяк будущего факультета журналистики. Других и не было, наверное, в тот момент. Только военкоры-то и были. И они смогли построить такую журналистику, воспитать таких журналистов, которые позволили, такую журналистику, которая позволила встать из раненой стране из руин, построить атомную промышленность, запустить человека в космос и успешно противостоять уже холодной войне, которую против нас развязали. Сегодня, на мой взгляд, такое же, очень похожее время. Я стараюсь привлекать военкоров, я стараюсь привлекать профессионалов, вообще делаю все, чтобы разрыва между профессией и образованием не было. Потому что профессия наша меняется стремительно, каждые 2 месяца обновляется, апгрейд происходит. И если мы учим их каким-то старым ценностям, установкам и по старым стандартам, то ребята просто пропадут в редакцию, ну их никто не возьмет на работу. А нам как раз важно, чтобы молодые люди, приходящие к нам со студенческой скамьи, сразу могли начать работать в редакции. И, вы знаете, результат есть. Вот в Плехановке с 2020 года мы готовим журналистов. Очень многие из них работают в нашей программе «Вести». Кто корреспондентом, кто снимающим продюсером, кто редактором отдела городов, кто режиссером монтажа. Но в любом случае, несмотря на нашу практически минимальную текучку кадров,
вот мои студенты туда приходят. И для меня это хороший показатель и определенный маркер успеха моей работы. И это прям здорово. Вот горжусь ими. В принципе, в наши KPI входит гордость своими учениками. Хочется, чтобы их было как можно больше, чтобы ты показал на экран, сказал: о, это моя девочка там, или мой парень, там, вот я его готовил. Вот. Хорошие ребята, кстати, сейчас. Очень, очень толковые. И думаю, что наша журналистика не пропадет, телевизионная, по крайней мере. Значит, есть с кем работать из молодых людей? Есть. Просто надо их, уметь отбирать, уметь готовить. Вот мы с коллегами как раз такую задачу себе поставили, когда начинали наши проекты, и в Плехановке, и в Высшей школе экономики взяли за девиз: нам надоело переучивать, мы начинаем учить. Вы пришли не к профессии, не к посредникам в профессии, вы пришли непосредственно в телевидение. Поэтому добро пожаловать. И это работает. А если говорить о региональном телевидении, о его роли сейчас? Особенно сейчас, когда на всех уровнях идет именно борьба за умы, за ценности. Я думаю, что вы сами можете судить об этом по своим рейтингам, насколько вас интенсивно смотрят. В регионе, региональному местному телеканалу всегда будут доверять, потому что вы рядом с ними, вы плоть от плоти, кровь от крови. Вы знаете, что происходит в городе, вы рассказываете самые свежие, самые актуальные новости, и к вам особенное доверие. Вот. Единственное, конечно, что мне кажется, надо повысить престиж регионального журналиста, роль и престиж регионального журналиста, потому что, в принципе, официальные государственные СМИ — это такой и информационный и идеологический каркас государства. И он нам нужен, несмотря на огромное количество блогеров, несмотря на огромное количество социальных сетей и прочих новых медиа, нам нужно, чтобы вот этот каркас сохранялся. И работа в этом каркасе, в этом контуре должна быть престижной. И люди должны чувствовать себя защищенными, те, которые там работают. Поэтому считаю, что роль региональных журналистов переоценить невозможно, она огромная. И им нужна поддержка. Я вот со своей стороны, со своих позиций стараюсь делать все, чтобы поддерживать ребят. У нас есть несколько школ, можно, наверное, так сказать, для журналистов из регионов. Ну, это школа ВГТРК, к нам региональные наши коллеги приезжают раз там в квартал, и мы проводим для них учебу прямо на территории нашего холдинга. Нон-стопом такой идет образовательный марафон. Наши ведущие, редакторы, продюсеры, режиссеры заходят к ребятам и делятся с ними какими-то секретами мастерства и последними наиболее востребованными установками. Ну, у меня есть еще несколько для этого возможностей. Есть проект ДНК Медиа, который мы запустили с региональными коллегами. Это точно так же ребята, которые работают на региональных каналах, приезжают сюда на учебу. Мы для них подобрали соответствующий состав спикеров, наставников, которые и с точки зрения профессиональной, и с точки зрения смысловой помогают им найти себя. Есть мастерская новых медиа, это под зонтиком «Россия – страна возможностей» делается этот проект. Там я тоже уже не первый сезон руковожу группой журналистов, которых готовлю к не то чтобы взрослой жизни, они уже взрослые, но стараюсь создать для них возможности развития. И опираюсь в первую очередь на собственный опыт. Вспоминаю, чего не хватало мне, формулирую, чего не хватало, может, даже сейчас не хватает. И этим ребятам стараюсь такие именно компетенции передать. Там довольно мощная команда спикеров-наставников работает, и это тоже хороший проект. То есть мы на самом деле наших региональных коллег и друзей не бросаем. Ну и еще один вопрос. Сегодня вы озвучили такое понятие, как информационная гигиена.
Вот когда сегодня лавина информации, как ее сохранить? Может быть, вы своим секретом поделитесь? Ну, когда началась СВО, я вот об этом как раз рассказывал ребятам, я где-то через неделю отключился от трети каналов, на которые был подписан. Это были такие полувражеские каналы, которые вели журналисты по ту сторону линии разграничения, назовем это так. Я был на них подписан, чтобы знать врага в лицо. Но когда все началось, я понял, что их используют как вот те самые пресловутые нарезные стволы, чтобы поразить мои жизненно важные органы. Поэтому я отключился от них через неделю. Еще через неделю я отключился от нейтральных каналов, потому что они тоже генерировали какую-то панику, смятение, неуверенность и прочую ерунду. Ну а потом даже от части абсолютно лояльных каналов пришлось отключиться, потому что они тоже сеяли какое-то порою сомнение, впадали в истерики, в неуверенности и так далее. Вот для того, чтобы соблюдать информационную гигиену, надо определить те каналы, которым вы доверяете. И если вас что-то в них начинает смущать, то немедленно от них отказываться, потому что, возможно, это какой-то замаскированный канал, который тоже пытается вами манипулировать. И надо доверять официальным СМИ, стараться, и выбрать там 5, 6, 7 каналов, которым вы верите, а все остальное можно не посещать. Каналов очень, очень много. Это накладывает определенные сложности, тяжело разобраться в этих информационных потоках, но если их вот штук 5-6, то вы можете более-менее полную картину этого мира составить. И надо помнить, что есть события, на которые вы повлиять не в состоянии. Ну так зачем тогда их глубоко пропускать через себя? Вот. Проверяйте источники информации. Если какой-то канал вас несколько раз смутил, вышла какая-то непроверенная, вредная информация, которая повергла вас в трепет, то надо первое время не заходить на этот канал, а потом отказаться от него полностью. Все. Спасибо огромное, что нашли время, пришли сегодня к нам в студию, ответили на наши вопросы. Я надеюсь, что ваше турне по Уфе, по Республике Башкортостан продолжится так же легко. Спасибо. Буду возвращаться к вам снова и снова. Спасибо огромное. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.